Вітаем вас, беларуская служба радыё «Свабода». Мы ў жывым эфіры. Паглядзіце, калі ласка, якія ў нас госці. Мы ганарымся тым, што гэта першае інтэрв'ю у такім складзе прадстаўнічак аб'яднанага штаба кандыдаткі ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Святланы Ціханаўскай. Святлана наша госця сёння. І ў гэты штаб аб'ядналіся іншыя удзельнікі прэзідэнцкай гонкі, якіх Цэнтральная выбарчая камісія вырашыла не рэгістраваць кандыдатамі ў прэзідэнты. Гэта прадстаўнічка штабу Валера Цапкалы, сёння у нас у гостях Вероніка Цапкала, и прадстаўнічка штабу Виктора Бабарыкі Мария Колесникова. А я Александр Дынько, и мы чакаем ваших пытанняў. Дзякуй вялікі. Я уже бачу, что тысячи людей собраліся прынамсі у Ютубе паглядзець на наш стрим. Мы чакаем ваших пытанняў. У нас натуральна ёсць свае. Чакаем, что будуць наши гости нам адказваць. Я, ведаеце, па-першае, у меня ёсць классная цитата, якую сёння вычапіла з вашага выступу по радыё, Святлана. Не прэзідэнт мусіць нам указваць, як нам жыць і што нам рабіць. Мы самі мусім гэта вызначаць. І з такімі словамі сёння па радыё выступіла Святлана Ціханаўская. Гэта першая, напэўна, ваша афіцыйная прамова па тэлебачанні. А я, вы ведаеце, калі рыхтавалася да гэтага эфіру, думала, што трэба пачаць з чагосьці натхняльнага, ці, можа быць, нават вясёлага. Ну, але насамрэч не. Вот, як бы жыццё прымусіла пачынаць з трывожнага, таму што сёння стала вядома, што Святлана была вымушаная, ці па сваім жаданні вывесці сваю сям'ю за мяжу. Это правда, Святлана, да? Так? Да, это правда. Але вы ўжо раней казалі, што вам пагражалі забраць дзяцей. Гэта было недзе пару тыдняў таму. Да, гэта вы знаете, працягваліся? Да, нет, угроз не было именно в тот момент, когда мне позвонили. После того, как я взяла себя в руки и решила продолжать, я не пустила этот вопрос на самотек по поводу детей, потому что я понимала, что это может продолжаться. И уже тогда я начала работать над вопросом вывоза детей из страны, потому что я не могла бы чувствовать себя здесь в безопасности и двигаться вперед, если бы мои дети были в опасности. Поэтому это уже было задумано давно, просто это в условиях пандемии сложно осуществимо, но, слава богу, все получилось, мне удалось их увезти отсюда, и теперь, конечно, когда у меня ответственности за них меньше. Там с ними бабушка, там с ними знакомые наши, друзья. Поэтому они в безопасности с близким родственником. Поэтому я могу двигаться вперед и не думать, что там у меня сейчас дома может случиться с моими детьми. Але таких вот конкретных погрозаў, якія б вас прымусілі гэта зрабіць, яны былі, ці іх не было? Это был тот единственный телефонный звонок, да, больше нет, слава богу, нет. А як у вас у асабістым жыцці сямейным, Вероніка, Марыя, штосьці вы адчуваеце нейкую небяспеку для сябе асабіста, для членаў сваёй сям'і цяпер в сувязі з вашай актыўнасцю? Лично наш штаб, лично я не получала никакого рода такого угроз, как у Светланы. Конечно, я понимаю ее абсолютно как мать, потому что мы очень уязвимы, когда у нас есть дети. Действительно, в нашей стране это не первый случай, когда манипулируют детьми. Например, если вспомнить историю Санникова, 2010 год, когда он был задержан и находился в СИЗО, а также когда была его супруга Ирина Халип в СИЗО. То есть были вопросы по опеке маленького их сына, которому на тот момент было около 5 лет. И, конечно, зная этот опыт, естественно, всегда проецируешь его на себя. В этом случае я абсолютно понимаю Светлану, ее чувства. Именно поэтому я поддержала в свое время ее через свое видеообращение, потому что для матери это самое главное — безопасность ее детей. Но, как я уже сказала, слава богу, в нашей семье такого не было, никаких угроз я не получала и, надеюсь, не получу. Мария, вы в бяспецы почуваетесь? Ну, надо сказать, что с самых первых недель нашей активности мы ощущали давление, причем с разных сторон. Но первым звоночком стало, конечно, задержание топ-менеджмента Белгазпромбанка и близких друзей Виктора Дмитриевича, потому что это абсолютный знак того, что власти взяли в заложники самое ближайшее окружение кандидата в президенты. Да? И это было очень явное психологическое давление и для Виктора Дмитриевича, и для всех нас. Мы это неоднократно обсуждали, и мы пришли к выводу о том, что да, мы испытываем, то есть
это факт, это психологическое давление, но мы не будем на это поддаваться, и мы будем, несмотря ни на что, действовать дальше. И вот, ну, как вы знаете, потом через неделю после задержания топ-менеджмента Белгазпромбанка был задержан Виктор Дмитриевич и Эдуард, и Дмитрий Карака. Через еще какое-то время была задержана помощница, 20-летняя помощница, как это сказать, 20 лет работы, которая работала, Елена Каргачева. Вот. И это, естественно, все знаки давления и на нас, и на них лично. И ну, мы живем с этим уже несколько месяцев. В какой-то момент просто принимаешь решение, что ты идешь дальше и ни на что не обращаешь внимания, ничего не боишься. От за ўсе гэтыя гады людзі, якія прэтэндавалі на ўладу, на розныя перыяды праходзілі аб'яднання, раз'яднання, але ніколі гэта аб'яднанне не было такім хуткім, эфектыўным і, так скажам, прыгожым. Вот вы самі кажаце, што вам за 15 хвілін удалося дамовіцца. Вот чым ваш сакрэт? Як так атрымалася? Ну, я думаю, что секрет в единой цели. Потому что подходы к этой цели у нас у всех были разные изначально. Не буду их озвучивать, но мы все 3 штаба хотели в нашей стране. Все хотели. Да, не у всех отрывался объединяться. Вот, но так получилось. Мы женщины, мы друг друга поддержали. И мы решили, что раз цель одна, мы можем, наверное, поступиться какими-то индивидуальными особенностями программ, да, и объединиться, чтобы почувствовать себя сильнее, потому что втроем мы можем объединить больше людей вокруг общей цели. То есть если раньше каждая часть людей шла за определенным претендентом в кандидаты, то сейчас вся эта мощь 3 ручейков, она объединилась вот в один поток. А какие были компромиссы? Еще я тоже со своей стороны бы хотела тоже добавить. Дело в том, что с этой гонки, ну, как мы все знаем, были сняты наши вот, со Светланой там любимые мужчины, да, то есть наши близкие. Светланин супруг, как вы знаете, находится сейчас в тюрьме. Виктор Дмитриевич был снят тоже с президентской гонки. Мой супруг был снят, потому что Центральная избирательная комиссия не посчитала нужным засчитать 50% голосов, хотя все мы видели, были свидетелями того, сколько людей стояли на наши 3 пикета, да, то есть и к Сергею Тихановскому, и к Виктору Бабареку, и к моему супругу. Поэтому нам ничего не оставалось, как просто стать вместо наших мужчин, которых, к сожалению, сняли с этой гонки, и попытаться что-то сделать с нашими совместными усилиями, нашей женской солидарности, потому что другого пути, другого выхода в этой ситуации мы не видим. И, как правильно сказала Светлана, самая главная цель, которая нас сейчас объединяет, это изменение действующей власти в стране, сменяемость действующей власти в стране. А вас самих такая позиция задовольняет, что вот вам все одно довелось там недзе с тылу за мужчины стать и заменить их? Мы же в том числе и за себя становимся. Мы отстаиваем свое право на счастливое будущее в нашей родной стране. Как бы это абсолютно нормально. Это только, может быть, у кого-то вызывает удивление, что именно женщина этим занимается. Вообще, знаете, женщины занимаются многим. Они рожают детей, они работают на заводах, они, я не знаю, на подъемных кранах работают. Да? Ну, почему женщина... Почему это вызывает такое удивление, я понимаю, но мне кажется, уже настало время изменить это отношение и нас самих, и поверить в свои силы, и показать вообще обществу, что вообще не имеет значения, это женщина или мужчина, это прежде всего люди, которые готовы взять на себя эту ответственность. И я вот не перестану благодарить и Веронику и Светлану за то, что вот в тот момент мы просто сели спокойно, закрылись условно в кабинете, поговорили друг с другом, что мы хотим. Мы хотим... Кто первый пришел и сказал, давайте объединовываться? Наш штаб, мы поздно ночью созванивались с Вероникой и со Светланой. Это было очень сложно, потому что у всех это был день объявления результатов, и все были в каком-то дичайшем стрессе. Но все-таки, несмотря на это, мы договорились, что рано утром мы встречаемся с штабами и будем на это говорить. Я вот благодарна, потому что действительно на мой призыв просто прийти пообщаться, все откликнулись, единогласно нашли это время, пришли. Вот. И когда мы остались условно втроем вот в этой комнате, что мы хотим? Вот чего мы хотим? Мы хотим другой власти, мы хотим изменений, мы хотим, чтобы отпустили политзаключенных и экономических заключенных, мы хотим новые выборы. И потом еще добавили там
два других пункта, то есть нашли какие-то еще более общие цели, которые нас всех объединяют. И это как раз показывает, что несмотря на все наши различия, вообще белорусского общества, оно же очень тоже разное. У всех мы очень разные. У нас 9 миллионов, у каждого есть свои потребности и цели. Несмотря на это, мы способны договариваться, и вот просто мы способны говорить о том, что вместе мы победим, да, вместе мы готовы идти к одной цели, несмотря там, на компромиссы и на какие-то, может быть, отличия. Але я хочу упевнитися, вам треба було узгадняти з керівниками ваших компаній? Ну, з Віктором Дмитровичем ви ж не можете порадитися, да, об'єдновуватися зі Світланою чи ні? Світлана так само не може з Сергієм порадитися, об'єдновуватися. Ну, Вероніка в більш такої вигідної ситуації може спитати господара Валери дозволу. Вам треба був дозвол на те, щоб прийняти таке рішення? Оно самостоятельное, вы это сделали? Это было самостоятельное решение, но при поддержке штаба своего. Потому что как мне кажется, мне в этой ситуации было сложнее всего, потому что все, кто был последователем, поклонником Сергея Тихановского, все знали его позицию на этот счет. Он всегда в своих видеороликах призывал выборы игнорировать, потому что если вы, значит, согласны по правилам, по которым играет правительство, то, значит, вы хотите играть. То есть это правила уже незаконны, и в них вообще не стоит участвовать. И мне было очень сложно, на самом деле, решиться на этот шаг, чтобы призывать к выборам, потому что, с одной стороны, я здесь представляю Сергея, и я как бы должна защищать его позицию. Но девочки мне на этой встрече объяснили, что у них есть довольно серьезные подходы к защите голосов, к подсчету голосов. Сергей в свое время тоже говорил о наблюдателях, что мы все должны идти в наблюдатели. У двух штабов был аналогичный взгляд на эти вещи. И более того, они предлагают еще более усовершенствованные методы подсчета голосов. Поэтому, несмотря на то, что мое решение шло вразрез с мнением Сергея на этот счет, я его решила принять, потому что, знаете, лучше воспользоваться такой возможностью, да, чем потом корить себя за то, что ты не сделал все возможное. Але вы не ведаете, как Сергей отреагировал? Нет. Его наставление. Но, вы знаете, все его поклонники, последователи, кто его любит и ценит, и они меня поддержали. Они меня поддержали, сказали, что да, это было правильное решение, потому что это, наверное, единственный способ хотя бы попытаться доказать, да, что еще что-то можно сделать, учитывая вот эти вот методы по учету голосов, по снижению фальсификации. А Виктор як отреагировал? Чи вы ведаете? Нет, мы не знаем, но когда мы обсуждали возможные планы или развитие ситуации, да, в том числе мы обсуждали, что будет, если не зарегистрируют сильных кандидатов. Сергея Тихановского не зарегистрировали сразу, Валерия вместе с Виктором Дмитриевичем не зарегистрировали. У нас была действительно такая стратегия, что мы готовы поддерживать и договариваться с теми, у кого с нами единая цель. Потому что на самом деле даже сейчас мы не можем точно сказать, у кого из кандидатов какая конечная цель явная. Но у нас троих уже абсолютно очевидно, что цель одна. Поэтому это, наверняка это так легко и произошло, и мы действовали согласно стратегии. Ви весь час кажете про стратегію, а кожне друге питання, яке після ваших інтерв'ю ці під час ваших пікетів люди кажуть, у вас же все одно плану нема, що ви будете робити? З чим ви йдете на вибори? Інші кандидати вже опублікували свої програми. Ви можете озвучити основні пункти своєї програми? І вона у вас є? Як ви збираєтеся її виконувати, коли ви все одно станете президенткою? Уявіть собі, Світлана. Да, смотрите, я опубликовала свою так называемую программу, но это не программа в полном смысле этого слова. Это мой взгляд на то, что можно изменить в будущей Беларуси. Это всего лишь взгляд. Наша программа — это когда Светлана Тихановская станет президентом,
будут назначены перевыборы, в которых будут участвовать все альтернативные кандидаты. Потому что я понимаю, что Тихановская, она не политик. И я никогда я всегда говорила, что я не политик, я не могу управлять страной. Конечно, можно было бы собрать команду профессионалов и с их помощью страной управлять. Но почему, например, люди, которые поддерживали Виктора Бабарыка, должны были бы проголосовать, например, за Тихановскую? Да? Если она не политик, что она там собирается делать? А так вот этим вот посылом, что я не буду управлять, я переходный кандидат, да? Мы назначим новые выборы, в ходе которых будут участвовать все альтернативные кандидаты. Мы освободим политзаключенных, там много достойных людей, к сожалению, сейчас сидят. Вот. И все, кто захочет, сможет участвовать в этих выборах, в новых, честных, открытых. Вот главная цель, главная идея, так называемой программы. Да? Это не программа в обычном понимании этого слова. Вероніка, але вот у Валеры Цапкалы были сур'ёзныя палітычныя амбіцыі і сур'ёзная кампанія. Чаму вы подписываетесь под такі промежковый сценар? Потому что, во-первых, моего супруга Валерия Цапкала, как я уже сказала, ЦИК не зарегистрировал. Мы послали жалобу в Верховный суд с просьбой обжаловать решение Центральной избирательной комиссии. Сегодня мы получили отрицательное решение. То есть наша жалоба была отклонена без возможности обжалования. Это говорит о том, что мой супруг уже больше не имеет статус кандидата в кандидаты президента Республики Беларусь. Естественно, что у моего супруга есть хорошая, сильная, на мой взгляд, программа, которая касается всех сфер экономики, здравоохранения, образования, государственного управления. Она затрагивает все эти сферы. Естественно, у него программы есть. Но почему мы поддерживаем данную ситуацию Светлану? Потому что, как она уже и озвучила, то есть ее цель — это назначение новых назначение новых выборов, на которых будут действительно присутствовать все достойные кандидаты, у которых есть программа, потому что и у Виктора Дмитриевича, и у Сергея, и у моего супруга, у них у всех есть программа. И мой супруг также считает, что нужно для того, чтобы эти выборы были демократичные, честные, открытые, нужно дать максимальное количество, возможность максимального количества кандидатов участвовать в этих выборах. Поэтому да, мы сделали ставку на Светлану. Прежде всего, как я уже сказала, она мать, она жена, у нее муж находится сейчас в заложниках. И, на мой взгляд, мы вот как раз-таки в это время, в такое сложное время для Светланы, для нашей страны, должны ее поддержать совместными усилиями, потому что по одному, я думаю, что сейчас у нас нет шанса победить. Если вместе, то у нас, по крайней мере, этот шанс появляется. И шмат людей пытаются, а гаспадар Валер, чему он не удзельнічае ў публічных мероприятиях? Он действует, он очень часто, он практически каждый день дает интервью, то есть у него несколько интервью в день, и это он постоянно и выкладывает, у нас и стримы, он очень активно участвует как раз-таки в средствах. У него Сочите лепш. Да, то есть смотрите, смотрите, у него на самом деле очень большое сейчас количество интервью, много запросов с западных средств массовой информации по ситуации в Беларуси, поэтому я не могу сказать, что он куда-то пропал или он здесь, он дает каждый день по 3-4 интервью, поэтому, естественно, поддерживает. Тады яшчэ одно пытанне такое ад мяне, ад рэдакцыі. Вот гэтая ваша пазіцыя, прагаласуйце за мяне, а пасля штосьці будзе, прыйдуць іншыя людзі, яна такая выглядае не надта самастойнай. Вот вы палітыкай не займаліся ўсе трое. Вы не займаліся грамадскім жыццём. Апроч Марыі, это я толькі ведаю, потому что я там ходила ў ОК-16, глядзела спектаклі, там слухала музыку, але не факт, што все абазнаны ў тым, што такое ОК-16. Не былі публічнымі людзьмі таксама. І вы займелі за пару тыдняў значную падтрымку людзей. Там на Бангалор прыйшлі 10 000 чалавек, людзі згадалі 2006 год, калі прыходзілі там глядзець на Міленкевіча. Гэта круто. І дзе гарантыя, што вот гэты давер, які людзі вам аддаюць, ён пасля не перайдзе да асобаў, якія будуць ім карыстацца па сваім меркаванні, могуць ім нават злоўжываць. А что вы имеете в виду? Кому? Кому? Крамлю.
Вот вельмі часто люди кажуць, што ну гэта ж, нават што значыць людзі? Зянон Пазняк лічыць прэтэндэнтаў Віктара Бабарыку і Валера Цапкалуга з прамускай афёрай. Вось, і гэта афіцыйна апублікаванае ягонае меркаванне. Шмат хто бачыць у вашым аб'яднанні таксама руку Масквы. Чаму б, напрыклад, вот вас выберуць прэзідэнтам, а пасля тут будуць кіраваць усялякія прарасійскія силы? И у Сергея Тихановского, потому что сейчас у Сергея Тихановского тоже была рука Москвы. Где гарантии, что за вами нема руки Москвы? Ну, мне кажется, достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит вообще в Беларуси, да. То, что у нас больше 20 политзаключенных, которые как раз-таки только в целях и процветания Беларуси, да, выступали просто с альтернативным мнением. Давайте вспомним про факт, мы уже давно забыли и не обсуждаем, 31-ю дорожную карту. Да? Кто-нибудь ее вообще видел в глаза? Да? Почему нас обвиняют в том, что мы каким-то образом, может быть, там чья-то рука или нога, когда сейчас стоит острый вопрос о вообще нашем суверенитете? Давайте зададим вопрос тем, кто занимается 31-й дорожной картой. Давайте мы все на нее посмотрим, мы все ее прочитаем, и после этого поймем, кто на самом деле рука, нога или там другие части тела. И мне кажется... Как вы ставитесь до идеи объединения России и Беларуси? Конкретно мы все как втроем... Да. Ну, давайте мы будем... отвечать. Я такой странный вопрос. Нет, то есть наша всегда позиция была суверенитет Республики Беларусь. Никто никогда в своих ни речах, ни программах, программы, к сожалению, у нас не было возможности озвучить программы, не говорил о том, что будет какое-то слияние там с Российской Федерацией, мы станем одной из их губерний. Такого никогда не было, поэтому всегда, насколько я знаю, все кандидаты говорили о полном суверенитете Республики Беларусь. Ну, это действительно очень странно, это какой-то феномен, потому что конкретно наша власть уже многие годы делает все для того, чтобы быть зависимой абсолютно экономически от России. И каким-то образом нас обвиняют в том, что мы можем интересы России представлять. Но это даже что-то невообразимое. В данном случае я бы даже сказала, что действующее руководство больше идет на сближение с Россией за счет того, что, как Мария правильно сказала, у нас экономика полностью была зависима от российских энергоресурсов, от их нефти, от газа и так далее. Поэтому я не понимаю, почему такое вот у некоторых людей в головах представление, что как раз-таки вот наши штабы идут против суверенитета Республики Беларусь. Мы всегда говорим и будем говорить, что Республика Беларусь должна быть суверенным государством. Я, ведаеце, сёння ў Фейсбуку прачытала такі цікавы допіс ад Пятра Кузнецова, ён рэдактар гомельскіх моцных навінаў, і ён піша пра падзел, які таксама мы назіраем, які цяпер ёсць паміж бітымі і нябітымі, да, паміж апазіцыяй і паміж новымі палітыкамі, якімі вы вот з'яўляецеся. Маўляў, вот апошнія это вы, да, называюць апазіцыю, якая 26 гадоў змагалася за правы чалавека, там сядзела ў турме, выходзіла на плошчу, якіх білі дубінкамі, называюць маргінальнай, часта называюць, так бывае. Вот эта апазіцыя, она у вас пытаецца, а дзе вы раней былі? Чаму вас раней не было видать? Вот у меня до вас так само такое питание. Вот, а где вы ранее были? Вас ранее все задовольняло? Я могу вам ответить. Да. Я ходила очень постоянно на все мероприятия, которые были организованы, в том числе и оппозиции, там, с 2001 года, наверное. И в 2006 году мы были там очень много со своими друзьями, коллегами и родными на всех площадях и на всех мероприятиях. Просто... это очень какое-то странное разделение, которого у нас как раз нет. Да? Мы понимаем, что 26 лет очень большое количество людей профессионально занималось политикой для того, чтобы каким-то образом менять ситуацию в стране. Но сейчас, 2020 год, за 26 лет, к сожалению, не произошло никаких перемен. И мы сейчас используем другие инструменты, которые абсолютно явно намного более эффективны, чем то, что было 26 лет. Причем здесь, почему нас надо обвинять в том, что мы там битые или не битые, или там, да, что-то не то делаем. Мы просто нашли способ, каким образом избиратель вообще смог почувствовать, что мы можем представлять их интересы. Это же самое важное. Большинство людей почувствовало, что именно вот 3 альтернативных кандидата могут представить их интересы. В этом и есть заслуга. Мы не сдались, да, то есть мы идем, мы решительно собираемся идти до победы, то есть именно поэтому мы призываем всех голосовать и поддерживать Светлану Тихановскую
Тихановского на выборах 9 августа и говорить, что мы там новые лица политики. Да, мы новые лица политики, но мы, как у нас активно, у всех троих, у троих штабов очень активная гражданская позиция. Мы хотим перемен, и мы делаем все возможное, используем все способы для того, чтобы эти перемены наступили. А вы обмярковывали политичные подеи в семье вот в 6-м, 10-м Я годе? хотела сказать, что, вы знаете, к гражданской позиции, вот, к проявлению политичности, как и к вере, тоже надо прийти. Потому что человек не рождается с этим ощущением, да, что он должен там в политику идти разбираться. Мы все видели, что было в 2010 году. Ну, мы тогда, конечно, нам было жаль людей, но мы не могли прочувствовать тогда эту ситуацию, потому что были какие-то другие заботы, да, нас это какой-то в степени не касалось. Но человек взрослеет, и его начинают волновать другие вещи. Он начинает больше думать о своей стране, о людях. Вот как Сергей к этому пришел. Я уже сколько раз говорила, нас как бы все устраивало, у нас была обычная семья, мы жили в своем радужном мире. Но так случилось, да, что Сергей пришел даже не к политике изначально, он пришел к осознанию того, что творится в Беларуси. И вот шаг за шагом он познавал вот эти политические нюансы, и я, глядя на него, смотря за его стримами, тоже в это погружалась. То есть я с ним шаг за шагом узнавала нашу страну, узнавала нашу Беларусь, как вообще живется людям. Это же не пришло тоже в один момент. Да? Человек может к вере приходить тоже очень долго, верить, не верить, и здесь то же самое. Вот. И вы знаете, я очень рада, что сейчас в нашем обществе аполитичность потихоньку исчезает. И люди, даже молодые, очень активно начинают проявлять свою гражданскую позицию. Вот, например, сегодня, вы помните, мальчика Влад Ромашевский, который высказался о своей гражданской позиции на линейке. Сегодня этот молодой человек, который еще несовершеннолетний, подарил мне 51 розу в честь того, что мой супруг уже находится 51 день в СИЗО. Это было настолько приятно, и я понимаю, что вот за этими детьми, да, будущее нашей Беларуси, что они уже готовы защищать свою родную землю, что они проявляют свою гражданскую позицию, что они понимают, что происходит вокруг, и они тоже хотят жить свободно, они не хотят, чтобы им затыкали рты, как прошлым поколениям. Так меня сегодня это вдохновило. Так, гэта кранальна вельмі. А давайте гэта пытанне, дзе вы раней былі, павернем у іншы бок, вот як бы пра жаночы ўдзел паговорым. Вот хто б ведаў, калі б не гэтая сітуацыя, што ў Валеры Цапкалы такая жонка, якая можа выступаць на мітынгах і перад 10 тысячамі чалавек. Вот што могуць беларускія жанчыны? Ці хапае вам увагі, магчымасцяў праяўляць сябе беларускай жанчыне, як вы думаеце? Ой. Ну, правы... Да, пожалуйста, извиняюсь. Давай, Светлана, можешь говорить. Где вы ранее были, Вероника? Чему никто не ведал? Я была со своим мужем. Я всегда была со своим мужем. Я всегда очень много времени уделяла построению своей карьеры, потому что я считаю, что любая женщина должна быть самодостаточной. В принципе, любая женщина, она сама выбирает для себя путь, по которому пойдет в этой жизни. Кого-то устраивает посвящать себя семье, и это здорово. То есть женщина находит себя в семье, в своих детях. Кого-то устраивает, например, в моем случае, мне было интересно все-таки больше фокусироваться на своей карьере. Именно поэтому я очень всю свою сознательную жизнь после окончания университета я всегда работала, даже еще до университета, в школе. Моя первая работа была в 14 лет. Я работала санитаркой в Могилевском стоматологической поликлинике. Это была моя первая работа, потому что я мечтала стать врачом, челюстно-лицевым хирургом. Но, к сожалению, эта мечта так никогда и не осуществилась, потому что из-за ряда причин, из-за ряда семейных причин, которые в то время просто было невозможно поступить в медицинский университет. Поэтому как бы всю сознательную жизнь я работала, я фокусировалась на карьере, я фокусировалась на нашей семье, потому что мы с Валерием больше 20 лет вместе. У нас 2 прекрасных сыновей, поэтому я как-то больше занималась построением карьеры и, соответственно, уделяла максимальное количество времени, которое у меня было своему супругу и близким и родным.
Вот, Мария, хочу вас запытаться, там Вероніка, калі на прэс-канферэнцыі нядаўняй казала, што ну, мы жанчыны, і таму як бы, чаго нас уладзе тут ужо моцна прыціскаць, і нібыта са спадзевам, што ад улады да вас будзе мякчэйшае стаўленне. Цяпер адразу высунулі ідэю, што вот давайте усе жанчыны там збірацца, выходзіць на мітынг пратэсту і не будуць жорстка разганяць. Гэта неправда, канешне. І жанчыны таксама цярпелі падчас мітынгаў. Але ці вы сапраўды спадзяецеся, што з-за таго, што вот вы такія, як вы ёсць, з-за таго, што вы жанчыны, да вас будуць нейкія мякчэйшыя стаўленні, будуць паблажкі? Ну, я думаю, что иллюзий ни у кого нет. Даже сам факт того, что происходит с семьями и с нашим ближайшим окружением, говорит о том, что там никто никого не щадит, да, просто есть разные возможности и разные инструменты это делать. Вот, ну, мы просто верим, на самом деле, что наши правоохранительные органы, то есть те люди, которые служат в правоохранительных органах, это такие же граждане Республики Беларусь, как вы, как я, да. То есть они давали присягу не одному человеку, да, который сейчас уже 26 лет восседает на троне, а они давали присягу своему народу и своему отечеству. И мы верим, что они, большинство из них, это хорошие, добропорядочные люди, и они не смогут просто поднять руку, либо тем более открыть огонь по своим людям. Поэтому мы просто делаем ставку на то, что правоохранительные органы — это порядочные, хорошие люди, которые являются нашими гражданами. И помните, ребята, что в этой толпе может быть ваша мать, ваша жена, ваша дочка, сестра или просто хороший друг. Поэтому не стреляйте в свой народ. Никогда. Светлана, у меня до вас питання. Я почитала одно з перших ваших інтерв'ю, і там була така фраза, ну, що мені можна заборонити? Котлети смажити? Я вот тоді так, прям, видите, мені, ну, болюче стало за вас. І тут раптом я бачу жанчину праз месяц, напевно. Жанчину, яка не боїться брати на себе відказність за всю країну, виступає, і знову ж перед 10 тисячами чоловік. І причому мені здається, що ви так, якби в своїй талерці почуваєтеся, що це якраз таки те, чого вам не хапало все життя бути кандидаткою в президенти. Ці все ж таки з вами працюють політтехнологи і кажуть вам, що треба говорити, як треба себе поводити? Нет, ну, конечно, мне помогают с текстами, естественно, потому что когда человек не может апеллировать какими-то политическими понятиями в силу того, что он никогда в этом всем не варился, то, да, помощь здесь мне оказывают. А насчет котлет, да, ну, моя жизнь сложилась так, что я вынуждена была оставаться дома все это время со своими детьми, вот, и никогда вообще не могла подумать, что я буду выступать перед людьми, вообще никогда. Я до сих пор чувствую себя не в своей тарелке, когда мне приходится давать интервью. Особливо не видать. Да. Конечно, волнение при первом интервью и сейчас, оно, конечно, отличается. Оно осталось, но оно не такое мощное, как было, потому что очень много людей оказывают мне поддержку. Вот, и навряд ли это мое. И от этого, наверное, удовольствия я пока не получаю. Возможно, это еще придет. Но то, что прибавилось уверенности в себе, да, такое есть. Потому что, ну, а что мне остается делать? У меня муж, которого надо всеми возможными способами, да, ему нужно помогать, вытаскивать его. Поэтому женщина встала и пошла. В горящую избу, да. А что делать? Наши белорусские женщины. То есть, когда у нас критическая ситуация, они берут себя в руки и идут и проявляют себя. Вот поэтому мы восхищаемся вместе с Марией, Светланой, ее мужеством, женской мудростью и вот такой преданностью своему супругу. Скажите, іншыя штабы, ведзеце з імі перамовамі, напрыклад, са штабам Андрэй Дмітрыева ці Сергея Чэрачыня, ці будзеце з імі аб'ядноўвацца, рабіць штосьці разам? Ну, мы, во-первых, каб яны зняліся на карысць Светланы. Еще на пресс-конференции мы озвучили, что любая поддержка, мы будем ей рады. Любой, кто согласен с нашими принципами, любой, кто хочет к нам присоединиться, помогать, каким-то образом высказывать солидарность, мы только рады. Мы готовы садиться за стол переговоров и со всеми общаться. Ну, а были уже такие
У нас штабы между собой общались, да. То есть штаб, допустим, Виктора Бабарика общался с альтернативными другими кандидатами, которых зарегистрировали. Вот. Насколько я знаю, ваши штабы, наверное, не общались. Мы не исключаем любого развития ситуации, потому что, как вы видите, у нас ситуация политическая в стране меняется практически каждый день. Да? То есть каждый день, кто бы там неделю тому назад знал, что мы вместе будем сидеть вот за этим столом сегодня. Да? То есть мы живем в таких реалиях, что политическая ситуация меняется каждый день. Поэтому у нас есть принципы, вокруг которых мы работаем. Да, сейчас наши 3 штаба объединены, но мы не исключаем развитие событий. И по другому сценарию, если что-то изменится в текущей політичній картині. А за кампанією Ганни Канапацької ви сочите? Як ставитеся до міркування, яке вона виказує про інших кандидатів? От Світлана, мені здається, сочить. Нет, мы не следим. Просто вот сегодня мы, когда ехали к вам на запись, мы увидели информацию, да, официальную, насколько выставлено пикетов по всей Беларуси. Да. Я у Канапацкой 0. Да, 0 пикетов. 160. Да, то есть мы будем встречаться с нашими избирателями, общаться. Если честно, могу сказать, как есть. Я, когда пролистываю ленту своего Фейсбука, я вижу только наши все значки, все иконки, большое количество, не знаю, поддержки людей, там, постов и перепостов, и интервью, в том числе от Радио Свобода тоже очень много информации в соцсетях. Другой практически информации мы сейчас не видим, у нас даже нет, наверное, времени каким-то образом отслеживать то, что делает, потому что, как вы видели вчера, когда мы пришли на Бангалор, да, в парк Дружбы народов, мы просто ощутили вот эту вот поддержку прямо на физическом уровне людей, которые нас окружают. И мы понимаем, что решение, которое мы приняли, было абсолютно правильным, что нас поддерживают, и что, пожалуйста, мы готовы со всеми остальными тоже разговаривать и общаться. Канапацкой так само. Если она захочет, изъявит такое желание, пожалуйста, мы поговорим. А есть некие палітики, люди, якія громадские особы, якія ніколі не увойдуць у ваш об'єднаний штаб, з якими ви ні при яких умовах не будете супрацоўнічаць? Действующее руководство страны. Ни при каких условиях мы не пойдем на альянс с действующим руководством страны. Ну, встретиться за круглым столом мы можем себе позволить? Встретиться за круглым столом мы можем. Даже и что будете мы даже приглашали, вот у нас было одно из интервью о российской прессе, да, то есть мы даже на дебаты пригласили руководство. Естественно, у нас так сложилось на политической арене, что, в принципе, один из кандидатов никогда не выходит ни на какие дебаты ни с кем. То есть мы так понимаем, что это ниже его достоинства, ниже его уровня. Вот, но мы все-таки, может быть, он примет предложение от 3 девушек, от кандидата девушки, и выйдет с ней на дебаты. Так вы пропановываете Александру Лукашенку поразмовлять с вами? Да, мы еще это сделали вот несколько дней тому назад. Мы его пригласили на дебаты, но маловероятно, что он это примет. Да, я, к сожалению, наверное, не смогу там быть, потому что я не хочу общаться с человеком, который отдал прямой приказ, как он сам в этом признался, схватить моего супруга незаконным, такой вот провокацией и поместить его в СИЗО. Мы у него спросим и посмотрим в глаза. А вот у расійскага вядучага, по-моему, Юрия Дудя ёсць такое коронное было пытанне, не ведаючы задаю на его цяпер, калі ты сустрэнеш Путина, что ты ему скажешь? Вот у вас есть что сказать Александру Лукашенко? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Есть пора на спросить. пенсию. Все-таки 66 лет, пора на пенсию, заниматься, наверное, какими-то другими делами и дать новым лицам на этой политической арене себя проявить. А давайте расскажем еще трошки про вашу будущую кампанию. Тут люди вот цікавяцца, вы сказали, у вас 165 пикетов, да? Что это за пикеты, где они будут, на яких з іх вы плануете быть асабіста, у яких месцах, калі? Да. У нас сейчас формируется расписание. Мы будем очень много посещать пикетов лично втроем. Даже в некоторые дни у нас запланировано по 3 мероприятия в разных городах.
В ближайшее время мы опубликуем, всех познакомим с ней. То есть, как и озвучила, 160 пикетов на сегодняшний момент есть. Мы посетим все, естественно, областные города, все крупные города. Вот. Ну, предстоит очень горячее время. Мы призываем всех белорусов приходить к нам, знакомиться с нами. Если вы считаете, что вы аполитичны и, возможно, еще не готовы нас поддерживать, просто приходите, задавайте нам вопросы, общайтесь с нами. Мы готовы рассказывать и убеждать, почему мы всех призываем голосовать за Светлану Тихановскую 9 августа. Святлана, дык вот наступное место, у яким вас можно будет побачить? Вы знаете, сегодня это расписание у нас организовывается, но, к сожалению, мы пока не могли с ним ознакомиться, потому что мы целый день заняты. Ну, так получилось. Вот сейчас мы после съемок едем общаться именно на эту тему, и уже в ближайшее время станет доступны все города, ну, не все ближайшие города, которые мы посетим. Вот буквально завтра. Мы очень заранее делаем сейчас такое, оповещаем во всех наших социальных сетях о том, какие митинги в каких городах планируются. То есть мы это делаем заранее, чтобы люди могли присоединиться к нашим митингам. И, соответственно, насколько я помню, в четверг, да, будут ближайшие города, но мы заранее, то есть как только сегодня обсудим, мы сделаем уже, оповестим и проинформируем всех жителей тех городов, и поэтому приглашаем, приходите, пожалуйста, на наши пикеты, будем в митинге, будем общаться, задавайте нам вопросы. Мы всегда очень довольны, когда встречаемся с нашими гражданами. Потому что, как правильно сказала Мария, мы чувствуем огромную энергию, огромную силу, поддержку от наших граждан. Пытаюцца таксама людзі, як стаць валанцёрамі ў вашай кампаніі, калі вам патрэбная дапамога. Конкретно у нас можно на сайте заполнить форму, записаться и стать волонтером. Пожалуйста, мы рады любой помощи. И мы уже ее ощущаем последние 2 месяца. Но сейчас 3 недели — это самая тяжелая и самая сложная работа. Предстоит нам всем, и не только людям, которые условно готовы помогать штабам лично, но и всем, кто, допустим, могут стать наблюдателями. Они должны становиться наблюдателями. Они должны другим рассказывать, зачем становиться наблюдателями. То есть, а сейчас момент агитации включает в себя не только нашу активную агитацию за Светлану, но и каждый белорус имеет право агитировать за того кандидата, которого он считает достойным. И мы всех белорусов призываем агитировать за Светлану. Вы можете рассказывать тем людям, у которых нет доступа на YouTube или там другие, или в соцсети, да, приезжайте в маленькие города, приезжайте в деревни, общайтесь со своими бабушками, рассказывайте им, почему необходимо именно 9 числа идти на выбор, ни в коем случае не ходить на досрочное голосование, и почему надо отдавать свой голос за Светлану Тихановскую. Адразу пра галасаванне, напэўна, адкладу гэтае пытанне, таму што ёсць ад нашай аўдыторыі такое больш надзённае. Вот у вас на пікеце ўсіх кранула, што быў сурдаперакладчык, і тое, што вы звяртаецеся да групы людзей на іх мове, да якіх не часта звяртаюцца, інтарэсы якіх не часта ўлічваюць, гэта, канешне, гонар і павага, людзі гэта адзначылі. Але адначасова пытаюцца, чаму ў нагляднай агітацыі вот у вас толькі расейская мова. Ці вы не забыліся, што ў Беларусі ёсць і беларуская мова дзяржаўная? Чаму вы не звяртаецеся да людзей па-беларуску? Чаму у вас няма інфармацыі па-беларуску? Калі гэта адбудзецца? На нашем сайте Виктора Бабарика, в том числе, где сейчас очень большое количество информации о событиях, которые сейчас происходят с нами с 3 штабами, есть белорусскоязычная версия. Так сложилось, что нам действительно сейчас легче обращаться по-русски. Но это не говорит о том, что мы не готовы поддерживать и помогать белорусской культуре развиваться. Это наша общая ценность и цель в будущем. Вот, ну... Я зараз паспрабую адказаць на гэтае пытанне па-беларуску. Я так думаю, што я магу размаўляць па-беларуску, калі гэта неабходна. Але калі ты не мовіш на ёй заўсёды, то гэта вельмі цяжка. Але большая частка нашага насельніцтва думае і гаворыць па-руску, то было б вельмі цяжка ім успрымаць беларускую мову ў нашых рэчах. Але менавіта я думаю, што мы добавім
агітку і на беларускай мове трэба над гэтым падумаць. Але вы ведаеце, я не вельмі добра размаўляю па-беларуску, але я лічу, што беларускую мову я вывучылася размаўляць на ёй, калі я праводзіла леты у бабулі ў вёсцы. Што за вёска гэта была? Это вёска каля месца, дзе я нарадзілася. Хомельская вобласць? Не, я нарадзілася ў Брэсцкай вобласці. Я таксама з Берасці. Да. Вось. Але нашы дзеці, ім вельмі цяжка вучыць нават беларускую мову, бо я бачу па свайму сыну, што беларуская мова даецца яму цяжэй, чым нават ангельская, бо, ведаеце, ніхто на ёй не гаворыць зараз. Я думаю, што вы ўсё ж такі, Святлана, памыляецеся, і аўдыторыя, якая ёсць у радыё «Свабода», гэта дзесяткі тысяч чалавек, сотні тысяч чалавек, і яны чакаюць, вот это нацыянальна арыентаваныя людзі, яны насамрэч чакаюць, што у аб'яднанага штаба будзе зварот да іх, будуць ідэі, якія дазволяць ім, і прапановы, якія дазволяць ім вас падтрымаць. І людзі сапраўды гэтага чакаюць. Вы рыхтуеце такі зварот? Вы ведаеце, што ёсць вялікая група людзей, для якіх гэта важно. То есть вы думаете, что частка людзей, калі мы не прапановваем нешта на беларускай мове, яны толькі по гэтым пункту яны не будуць гатовы нас? Я ўпэўненая, так. А навошта тады падтрымліваць існуючую ўладу? Я же тоже не говорю, тоже существующая, действующая власть не говорит. Гэта тыя людзі, якія не падтрымліваюць існуючую ўладу, але яны гатовыя не падтрымаць і вас таксама, таму што яны не бачаць ад вас, што вы падтрымліваеце іхныя прынцыпы, што вы падзяляеце іхную важнасць беларускай мовы, развіцця, каштоўнасць беларускай мовы, нацыянальных сімвалаў, беларускай гісторыі. Ніхто не адмаўляе каштоўнасць беларускай мовы. Яна павінна быць. Яна павінна. І, напрыклад, Сергей Тихановскі, ён даўно гаворыць, што трэба больш беларускамоўных школ, каб людзі мелі права выбара, у якую школу пайсці. Іх толькі 2 ў Мінску. 2 беларускамоўныя школы. І я весь час радуюся, калі я чую, як моладзь гаворыць на беларускай мове. І вы ведаеце, што мне цяжка гаварыць на гэтай мове. Не, у вас цудоўна ўсё атрымліваецца, так супер. Але, магчыма, трэба быць унутры гэтых людзей, альбо вакол гэтых людзей. Ну, напэўна, вот Святлане трэба валанцёры, якія будуць гаварыць ёю па-беларуску. Вот гэта тое, што... Гэта вельмі добрая ідэя. Мы подумаем над ёй. Дякую. Мы через ваш портал все-таки хотим обратиться к белорусскоязычному населению и попросить вас всех поддержать Светлану Тихановскую, потому что Светлана — это знак равно переменам в нашей стране. Если вы действительно хотите, чтобы наш белорусский язык, белорусская культура начала развиваться не так, как она сейчас развивается, поддержите Светлану. Она придет, произойдет смена власти, вы изберете достойного кандидата, у которого будет наверняка программа по развитию белорусского языка и литературы. И тогда у нас в стране произойдут настоящие изменения. На этом этапе все, что мы просим вас, поддержите Светлану. Такое трохі больш лайтовае пытанне. Вы, напэўна, ведаеце, Марыя, напэўна, дакладна ведае відэа, якія посціць, публікуе Вадзім Пракоп'еў, так, і звяртаецца, і Вераніка ведае, Светлана, можа, і вы глядзелі. Як ставіцеся? У него же миллион. Мільён, да. Як ставіцеся да гэтай актыўнасці? Можа быць, хочаце далучыць яго таксама да сваёй кампаніі? Мне кажется, Вадим просто, он высказывает свою гражданскую позицию. То есть как бы у каждого свои способы высказывания этой позиции. Вадим для себя нашел именно такой способ общения, обращения к нашим властям. Вот, поэтому я считаю, что мы должны уважать любую позицию, и мы должны быть открыты к любой точке зрения. То, чего, к сожалению, у нас сейчас в нашей стране нет. То есть то, что мы видим, происходит с государственными средствами массовой информации, когда альтернативные кандидаты не имеют доступа к средствам массовой информации,
информации, если речь идет о государственных. Именно поэтому мы все больше обращаемся к блогерам, к YouTube-каналам, то есть к тем технологиям, которые позволяют как раз-таки вот развитие современных технологий в наше время. Поэтому я, например, уважаю его гражданскую позицию, то есть это его позиция, и видно, что у него активная гражданская позиция по данному вопросу. А мне кажется, что это очень какой-то новый симптом, когда люди, у которых, условно говоря, все было или все есть, заражают себя мужеством и делятся этим мужеством с окружающими. Это может иметь абсолютно разные формы, но это мы точно знаем, что раньше этого не было, да, что раньше так люди не говорили. Это очень, то, что делает Вадим, это действительно очень большое мужество, и это пример того, что можно не бояться, и можно позволить себе говорить то, что ты думаешь, и можно позволить себе объединить, найти людей, которые точно так же думают. Это действительно, это очень большой поступок, и берите пример. Вообще в обществе мы же видим, что в последнее время в обществе как раз-таки, так сказать, накипело, да, то есть люди разными способами пытаются донести до действующей власти их точку зрения. Даже вот эти цепочки солидарности, то, что мы увидели на улицах, велосипедные пробеги, то, что мы видим, люди там просто на машинах пипикают и приветствуют этим самым там альтернативных кандидатов. То есть мы видим, что общество на самом деле стало очень-очень активными, и способы выражения у каждого свои. Вот у Вадима такой способ выражения своей гражданской позиции. Святлана, вам десяткі кампліментаў за беларускую мову. Працягвайце. Але ёсць і сур'ёзнае пытанне. Як вы збіраецеся рэалізоўваць на практыцы транзіт улады, вот калі вы станеце прэзідэнтам? Ці вы будете фармаваць новы ўрад часовы? Як гэта будзе адбывацца? Вы подумали? Мы думаем над этим. Мы думаем, каким образом это сделать. С нами именно по этим вопросам работают и политтехнологи, и общественные партии, и политические партии, которые уже в этом, значит, во всем долго. К счастью, у нас есть и Валерий Цепкало в помощниках, который подскажет нам, как правильно все это организовать, чтобы чтобы вот этот переходный период справиться со всеми задачами, которые будут, вот, и подвести все это дело к новым выборам. Мы не пропадем. Расскажите, калі ласка, хто яшчэ побач з вами у аб'яднаным штабе? Як бы Валер Цапкала, Віктор Бабарыка, зразумела, якія яшчэ вядомыя людзі вас падтрымліваюць дзеяннем? І, можа быць, палітычныя структуры, грамадскія арганізацыі? Вообще мы сейчас планируем запустить новую инициативу, то есть мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам нашей страны, особенно если у этих людей есть популярность. Это могут быть и спортсмены наши, да, то есть знаменитые спортсмены, такие как там Максим Мирный, Виктория Азаренко, Дарья Домрачева, наши писатели Светлана Алексеевич. То есть мы обращаемся ко всем неравнодушным белорусам, чтобы присоединялись к нашей инициативе, чтобы с помощью вас мы бы хотели, чтобы мы донесли до общества, насколько важно сейчас сделать, в этот момент провести изменения в нашей стране. Поэтому это инициатива, с которой мы выступаем и сейчас уже. Мы всех приглашаем к нам присоединиться. И чем больше таких популярных и значимых для Беларуси людей будет в нашем объединенном штабе, тем больше внимания будет именно к нашей деятельности, к кандидату Светлане Тихановской. Более того, эти кандидаты смогут присутствовать на митингах, на которых, допустим, по каким-то причинам мы там со Светланой, с Марией не сможем присутствовать, потому что, как Света сказала, у нас 160 запланировано пикетов. За 3 недели это огромное количество пикетов, и понятно, что физически мы самостоятельно своими усилиями сами не сможем посетить все пикеты. Поэтому мы обращаемся, я обращаюсь к вам прямо сейчас через ваш портал, через Радио Свобода. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему движению. Чем больше будет у нас популярных людей в Беларуси, тех телеведущих, которых уволили за их гражданскую позицию, тем сильнее мы будем. Только вместе мы победим. Пишите мне в личку, пишите на Facebook, там во все мессенджеры. Мы готовы принять новых членов в свой объединенный штаб. Вероника Цапкала,
Мы ў жывым эфіры радыё «Свабода» будзем паціху завяршаць наше інтэрв'ю, але яшчэ ёсць важнае пытанне, таму што ідэя байкота, яна такая актуальная, цяпер усё больш набыла вастрыню, калі вы заявілі пра тое, што насуперак усё ж такі таму, да чаго заклікаў Сергей Ціхановскі, будзеце удзельнічаць у выбарах. Ці вы думаеце, што байкот яшчэ магчымы? І ці не апасаецеся вы, што вас зарэгістравалі менавіта для таго, каб проста зрабіць гэтую яўку і каб было лягчэй, як некаторыя аналітыкі мяркуюць, зрабіць гэтыя выбары відавочна легальнымі? То есть аналитики считают, что явку фальсифицировать сложнее, чем неявку. Выборы будут сфальсифицированы в любом случае, но вот штабы, которые предложили мне свою помощь, они, можно сказать, убедили, заверили меня в том, что есть действующие, есть действенные способы, как можно альтернативно подсчитать количество голосов, отданных за одного или за другого кандидата. А это некий секретный способ? Вы не хотите про его теперь рассказать? Нет, их просто он не один, их много, это ряд способов. Там очень много инструментов на самом деле. И еще важное замечание о бойкоте. В истории нет практически ни одного успешного примера бойкота, который бы сменил действующую власть, да, потому что это какая-то пассивная деятельность. Вот. Мы же видим, как сейчас активизировалось белорусское население, мы считаем просто нецелесообразным даже обсуждать этот момент. Потому что, за нас всех в общей сложности, за альтернативных кандидатов отдали голоса почти миллион, если все голоса посчитать, почти миллион граждан Беларуси. Каким образом можно сказать, вообще говорить о бойкоте? Как можно себе это позволять делать и условно отвергать вот эту всю поддержку, которую мы смогли саккумулировать? Собирались подписи около 3 недель, да? Да. За 3 недели. Вы просто подумайте, в истории Беларуси не было никогда белорусское общество таким активным и таким самосознательным. Как мы можем сейчас от этого отвернуться и сказать: нет, давайте сидеть дома на диване? Это же даже очень нечестно. А второй момент. Действительно, существует очень много инструментов, как можно и зафиксировать явку, да, то есть мы будем точно знать, сколько человек пришло. И на всех участках. Мы будем стараться это делать на всех участках. Именно поэтому мы призываем каждого белоруса стать наблюдателем. Всего 5773 участка, если мне сейчас не изменяет память. Да? Мария, вы же ведаете, что на каждых выборах есть назиральники. И вы ведаете, у каких умовах яны працуюць. Я прекрасно понимаю. Когда... Просто представьте себе такой пример. Мы находимся в небольшом городе, где все друг друга знают, где ученики бывшие приходят в школу, где учительница собирается фальсифицировать там или менять какие-то подписи. Скажите, пожалуйста, у нее не возникнет сомнения в том, что она это делать не должна? Она сможет перед своими собственными бывшими учениками это сделать, когда они будут это видеть. Второй вопрос. Да, хорошо. Второй момент. Мы сейчас активно занимаемся образованием. Да? Мы рассказываем, что если вас заставляют прийти на досрочное голосование, то тот человек, который заставляет, ему грозит вообще административная ответственность. Если человек фальсифицирует выборы, то есть любой человек, который считает голоса за столом, потом подписывает не тот протокол или бумажки не так распределяет, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Пожалуйста, просто выучите эти 2 статьи, рассказывайте их всем своим близким, которые находятся в этих избирательных участковых комиссиях. Да? Они должны знать, что на каждом сейчас персональная ответственность. Если раньше мы на это не обращали внимания, закрывали глаза, то сейчас мы все это знаем. И эти нарушения, они будут зафиксированы, поверьте. Персональная ответственность каждого за свое будущее. Вот как мы взяли на себя ответственность за будущее Беларуси, так и каждый, кто будет фальсифицировать выборы, он будет нести персональную за это ответственность. Вероника, просить больше рассказать про идею с белыми стужками, с белыми браслетами. Да. То есть мы просим, даже начиная, не будем, я тоже обращаюсь ко всем вам, дорогие друзья, к чему мы призываем? Давайте с сегодняшнего дня все начнем носить белые браслеты. Белые браслеты сделать очень легко из любых подручных материалов. Это может быть либо кусок ткани белой, либо бумага белая, или даже просто кусок бинта. Белый цвет означает новая жизнь. Белый цвет означает
означает чистота. И белый цвет, белый браслет будет означать лишь то, что вы против действующей власти. И тогда мы на самом деле увидим, какое большое количество нас с реальными голосами. Поэтому, начиная с этого дня, пожалуйста, сделайте себе белый браслет и начинайте его носить. Мы сегодня просто в белом одеты. Святлана, яшчэ да вас пытанне ад нашых гледачоў. А што будзе з Александром Лукашенком, калі вы станете прэзідэнткай? Мы дадим право людям это решать. Потому что в свободной Беларуси все права будут у людей. Только люди будут решать, что им делать. Скажите яшчэ тады, у якую Беларусь вернуцца ваши дзеці? Калі будзе тая Беларусь, калі вы привязете назад сюда своих детей? После того, как их мама выиграет президентские выборы, они переедут в свободную, безопасную страну. Святлана Тихановская, кандидатка ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах, і удзельніцы аб'яднанага штаба Вераніка Цапкала і Марыя Калеснікава былі ў жывым эфіры Радыё Свабода. Дзякую вам за вашу актыўнасць, за тое, што вы нас глядзелі. Падпішыцеся, калі ласка, на нашыя сацыяльныя сеткі, таму што яшчэ будзе шмат цікавага і з нашай студыі, і з усіх месцах, дзе будзе адбывацца прэзідэнцкая кампанія. Заставайцеся са свабодай. Спасибо вам. До свидания. До свидания. А значок? Спасибо. Спасибо.